Уже в эту среду в Москве пройдет 5-й Всероссийский фестиваль народного танца «Танцуй и пой, моя Россия». На сцену Кремлевского дворца выйдет и государственный ансамбль «Асия Кеа». На одной из последних перед поездкой репетиций побывала наша съемочная группа. В декабре артисты ансамбля «Асия Кеа» работают в привычно напряженном графике. Сейчас идут последние репетиции перед выступлением на главной сцене страны. Мы работаем дольше, чем нужно, потому что ответственность. Ну и вообще декабрь – это же подведение итогов. Год культурного наследия сейчас у нас. У нас и концерты, и новогодние концерты, и внутренние концерты, и поездка в Ухту намечается. То есть такой у нас насыщенный, полный декабрь. И помимо этого всего мы должны достойно нашу республику показать на московской сцене. В рамках большой, почти 3-часовой программы фестиваля наш коллектив представит несколько фрагментов из уже известных и любимых зрителям постановок. За 4 года мы ни разу не повторились. И в этот раз, 7 декабря, на сцене Кремлевского дворца мы представим фрагменты вокально-хореографических картин «Еремеевский охотник» и «Заполярный праздник. Зарний сюр. Золотой рог» из мультимедийного шоу «Легенды Коми-края». Как мне сказал режиссер, этот формат ему понравился, и мы, в принципе, быстро определились в репертуаре на этот фестиваль. Фестиваль проходит в этом году в новом формате. Чтобы определить список участников итогового выступления на сцене Кремля, прошли отборочные туры в Йошкар-Оле и Архангельске. Государственный ансамбль «Асия Кеа» участвовал в них, но лишь в качестве гостя. Для выступления в Москве наши артисты были приглашены безо всяких предварительных процедур. Татьяна Обухова, Наталья Военушкина, Любовь Моисеева, Вести Коми.